Соревновательный первый профессиональный спортсмен продолжается. Продолжается Латвия Кристалл. Буквально минуту начнется по фигурному катанию. Добрый день, дамы и господа, на Сахалине. Добро пожаловать в Ледовый дворец «Кристалл». Добро пожаловать на первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии». Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to Sakhalin. Welcome to the Crystal Arena, and welcome to the first Winter Children of Asia International Sports Games. Через несколько минут мы начинаем соревнования. Короткая программа «Девушки». In just a few moments, we will start the latest short program. Мы напоминаем вам, что не допускается фотографирование со вспышкой и видеосъемка. Любезно просим вас отключить мобильные телефоны и не бросать никакие предметы на лед во время соревнований. Подарки и цветы, вручаемые спортсменам в конце их выступлений, должны быть полностью запакованы. Благодарим за сотрудничество и понимание. We remind you that flash photography as well as video recording and filming is forbidden. Gifts and flowers offered to the skaters at the end of their programs must be completely wrapped, and we thank you very much for your cooperation. А сейчас, дамы и господа, представляем вам официальных лиц соревнований. And now, ladies and gentlemen, it's a pleasure to introduce the official for this event. Рефери соревнований. The referee of the event, Alexander Kogan, Russia. Судья номер 1. Judge number 1, Hanna Ten, Poland. Судья номер 2. Judge number 2, Natalia Kitaeva, Russia. Судья номер 3. Judge number 3, Tatiana Sharkina, Russia. Судья номер 4. Judge number 4, Natasha Skok, Slovenia. Судья номер 5. Judge number 5, Nikolai Salnikov, Estonia. Техническая бригада. The technical panel, Технический контролер. the technical control, Florence Muisteker, France. Технический специалист. The technical specialist, Olga Baranova, Finland. Ассистент технического Очередной день специалиста. соревнований первых международных зимних игр «Дети Азии» 2019 продолжается во Дворце спорта «Кристалл». Впереди грядут состязания по фигурному катанию. Виде спорта, который здесь вызывает особенный, повышенный интерес. Фигурное катание становится первым видом на этих соревнованиях, что с большим успехом проходит в Южно-Сахалинске, для попадания на который требуется приобретение билетов. Нет, места во Дворце спорта «Кристалл» по-прежнему бесплатные для зрителей, но для того, чтобы регламентировать количество людей, а спрос здесь определенно превышает предложение, нужно заранее обзаводиться билетами, которые распространяются через кассы. Ничего платить не нужно, и тем не менее, для того, чтобы иметь возможность попасть на фигурное катание, уже нельзя прийти просто так, как это делали зрители
на предыдущих видах спорта. Итак, 33 интереснейшие спортсменки из различных стран мира сегодня возьмут старт в короткой программе и будут соревноваться за право именоваться лучшими в рамках игр «Дети Азии 2019». Очень широка география этих состязаний. Сами состязания вызывают, повторюсь, повышенный зрительский интерес. И, наверное, символично то, что начинаются соревнования по фигурному катанию на этом международном турнире в день рождения знаменитейшего на весь мир тренера по этому прекрасному виду спорта Татьяны Тарасовой. Татьяне Тарасовой исполняется 72 года. Мы желаем ей всяческого здоровья и призываем вас вместе с нами присоединиться к поздравлениям, ну а заодно еще и понаблюдать за фигурным катанием. Еще раз напомню, 33 спортсменки будут катать свою короткую программу. Короткая программа будет ими исполнена по классическим правилам Международного союза конькобежцев. Те же самые 2 минуты 40 секунд с люфтом плюс-минус 10 секунд, те же самые 7 требуемых элементов. Ну и давайте потихонечку вспоминать, что же из себя представляют эти элементы. Давайте потихонечку разбираться в том, под какую музыку будут кататься спортсменки, потому что в целом далеко не все сдали требуемые, согласно регламенту ИСУ, музыкальные справки. В общем, сегодня будем с вами получать удовольствие. Скажу, что очень много девушек представляют нашу страну, но все они выступают за различные регионы. Впервые, к примеру, мы на этих соревнованиях увидим, точнее, на этом катке мы увидим спортсменов и спортсменок из Москвы. В частности, в шорт-треке москвичи не принимали участие, а шорт-трек был первым видом спорта, представители которого соревновались на этом льду. Ну и здесь будет даже большее количество спортсменов из тех стран, которые можно, наверное, зимой называть экзотическими. В частности, уже сейчас раскатывается на льду представительница Кувейта Лулва Альдахарман. Она во время официальной тренировки с большим трудом заполняла предварительную заявку собственного набора прыжков, которые она планирует исполнять. Ну, в частности, поступила такая информация, что эта кувейтская девушка только всего лишь 1 год стоит на коньках, а в целом сборная команда Кувейта, хоккеисты уже успели влюбить в себя буквально весь Южно-Сахалинск. Она узнала о том, что отправится на соревнования примерно за 3 недели до начала этих состязаний. Поэтому давайте не будем судить строго, а просто отнесемся к этому празднику как к большому серьезному детскому фестивалю, который позволяет расширять географию детского общения и который позволяет спортсменам из различных стран делиться какими-то культурными особенностями своих государств, знакомиться, общаться и смотреть, как живут, где и при каких условиях тренируются, чем, собственно, существуют спортсмены из того или иного государства. Сейчас на льду располагаются 5 спортсменок. Дарья Батяева представляет Республику Саха-Якутия. Ну, эта спортсменка, я не скажу, что серьезно известна широкому кругу любителей фигурного катания, но, во всяком случае, те, кто пристально интересуется этим видом спорта, имели возможность видеть эту фигуристку на этапах Кубка России по младшему возрасту и в прошлом, и в позапрошлом сезоне, да и в сезоне 2018-2019 годов Дарья Батяева уже успела выступить на одном из турниров. Ну, правда, особой славы не снискала, заняла лишь 20 место, и тем не менее она все-таки выступает на том уровне, который можно назвать более-менее конкурентоспособным. Сама она по себе живет и тренируется в Екатеринбурге, но имеет возможность выступать за Республику Саха. Алекс нам представляет Киргизию или Кыргызстан, как эта страна называется в латинском написании. Лулва Альдахарман, пожалуй, это самая интересная спортсменка. Она сейчас в одиночестве разминается непосредственно перед нашей комментаторской позицией. Пока все, что я успел заметить, это фигуристка способна на одинарный флип. Но в целом такие
каналы, которые мне удалось разузнать, сообщили, что в произвольной программе эта фигуристка планирует впервые в жизни исполнить одинарный ридбергер, прыжок, который она на соревнованиях не исполняла никогда. Ну и, соответственно, по этим рассуждениям о том, что спортсменка из Кувейта будет кататься в произвольной программе, вы, наверное, можете сделать недвусмысленный вывод и будете абсолютно правы, что не будет отбора в произвольную программу, как короткую, так и произвольную будут катать все без исключения участники и участницы этого турнира. Элина Тен представляет команду Сахалина, и Ева Яковлева еще одна фигуристка, которая катается за сборную Киргизии. Вот, собственно, та пятерка, которая представляет свои короткие программы в этой группе участниц. Ну а открывает соревнования Дарья Батяева, которая на этом турнире выступает за сборную Республики Саха-Якутия. Еще раз повторюсь, эта спортсменка тренируется в детско-юношеской спортивной школе «Локомотив» из Екатеринбурга под руководством Антона Киселева. Но если вдруг какая-то информация будет не соответствующей действительности, не судите строго. Вполне возможно, что-то из имеющейся информации могло устареть. Давайте смотреть. Ну вот смотрите, начало очень серьезное. Показывает сейчас Даша Батяева, что она владеет очень серьезным каскадом. Ну, на этом уровне. И тройного Салькова, и тройного Ридбергера, и тройного Тулупа, простите. Флип при обороте, очень уверенно, четко, ну, собственно, что и предписывает российская школа фигурного катания. Давайте по ходу этого выступления я скажу, что в короткой программе для юниоров нынешнего сезона обязательным прыжком является флип, 2 либо 3 оборота для девушек, то есть двойной флип не будет являться ошибкой. Ну, также короткая программа предписывает исполнение акселя 2,5 оборота. Здесь важно иметь в виду, что именно 2,5, то есть те юниорки, которые имеют возможность усложнить собственную программу благодаря добавлению одного оборота к акселю и прыгнуть 3,5. Да, таких совсем немного в мире, но тем не менее такая тонкость есть. Нет, они не имеют возможности прыгать тройной аксель в короткой программе, а вот в произвольной, пожалуйста. Ну и, собственно, наверное, ни для кого не секрет, что в короткой программе даже у юношей запрещены в этом году четверные прыжки. А у девушек еще и разрешены каскады из двойных прыжков. Соответственно, 2-2 не будет являться ошибкой, хотя Даша Батяева исполнила каскад 3-3. Тройного Салькова и тройного Тулупа. Оригинальная обработка он звучит над льдом. 20-секундный кристалл. Уже под занавес исполнения короткой программы Дарья Батяева исполняет аксель 2,5 оборота. Заключительное вращение со сменой позиции, со сменой ноги. Мне показалось, что немножко подустала спортсменка в концовке. Ну что же, очень достойно, очень здорово. Предположу, что после окончания выступления участниц школы будут на лед в первой группе. Именно результат Дарьи Батяевой будет лучшим, будет находиться на верхней строчке таблицы, потому что очень уж здорово она исполнила все, что заявила на эту короткую программу. И мне сложно представить, что спортсменки из Киргизии, Кувейта и Элина Тен, выступающая за Сахалинский регион, на этих состязаниях смогут исполнить свою программу. Давайте еще раз насладимся тем, что продемонстрировала нам 13-летняя фигуристка, и как раз появляется повод
подходит Дарья Батяева. Она родилась 28 сентября 2005 года. Ну, как вы прекрасно понимаете, что она очень довольна собственным выступлением. Она очень хорошо понимает, что выступила очень хорошо. Такая вот непреднамеренная тавтология. Дарья Батяева спокойно, что называется, ожидает выставления собственных оценок, потому что она сделала все, что могла, и сделала. Молодец, дала тот соревнование, пусть остальные технологии. Ну, что касается технического оснащения на этом турнире, то арбитры, 5 судей, как вы можете видеть, те, кто выставляет оценки, они оснастили нас тоже такой специальной системой, которая позволяет несколько раньше, чем публике на трибунах, узнать итоговый результат фигуристов, но пока эта система, называется, работает в тестовом режиме. Я сейчас вижу оценку за компоненты у Даши, и можно сказать, что компоненты очень приличные для столь юного возраста. Практически под 6 она получает за компоненты со 2 по 5, а за первый, за, собственно, качество скольжения, пока ровно 6 горит напротив фамилии Дарьи Батяевой из Республики Саха. Согласитесь, для столь малоопытной спортсменки это очень приличные результаты, и в целом можно говорить, откровенно удалась ее короткая программа. Хорошее настроение в том самом углу, который является углом слез и поцелуев, но не до слез, конечно же. Сейчас нужно радоваться, улыбаться, и можно целоваться, почему нет. Очень хороший результат показала эта фигуристка. Она прекрасная. Небольшая пауза. Сейчас повисает в ДРЦ спорта Кристалла, но мы тем временем имеем возможность блестящий совершенно тройной сальто, очень уверенный тройной тулуп, флип 3 оборота. Я, честно признаюсь, не заметил ни единого недокрута при исполнении этих прыжков спортсменкой. У технической бригады может быть иное мнение, но в целом пока я не вижу серьезно придраться. Вращение. О, смотрите, у нас какая... Ну и аксель тоже чистейший аксель, никакого недокрута нет. 2,5 оборот. Смотрите, у нас появляется уже и онлайн. Оценка за технику 31 целую, и сейчас без малого 31,7 набирает Даша Батяева. И сейчас мы узнаем ее итоговый результат. Очень-очень высока мне эта оценка. Здесь уже нет никаких сомнений. Если 31 за технику, за компоненты, значит, под 6, ну, плюс есть некий понижающий коэффициент для девочек. Да, вот как раз и оценка за технику, за компоненты 54,7 балла. Первый результат на этих состязаниях — это результат Дарьи Батяевой. А вот единственное, к чему все-таки нашли, к чему придраться судьи, это неверное ребро на флипе. 3 оборота, это немножко, конечно, смазывает впечатление, а так в целом можно сказать, что короткая программа этой фигуристки была исполнена на очень высоком уровне. Но ребро — дело, надеемся, что поправимое. Пока Дарья Батяева занимает первое место. Но мы тем временем будем встречать спортсменку, которая представляет сборную Киргизии. Могу отметить, что на церемонии открытия, которая с большим успехом прошла на местном стадионе «Спартак», официальные костюмы киргизской команды
были одними из самых ярких, точно были одними из самых заметных, ну и, на мой субъективный взгляд, они были одними из самых успешных. Может быть, не самыми, но входили в тройку. Каскад, конечно же, значительно слабее, чем у россиянки, но справляется с каскадом 2-2. Это фигуристка. Будем смотреть потом, насколько докручены были эти прыжки и лут и тулуп, но, тем не менее, она не останется без элементов. А вот флип, к сожалению, не удается этой высокорослой киргизской фигуристке, и она вот именно в том, что касается прыжка шагов, не сумеет исполнить предписанное техническим регламентом, и в итоге этот элемент окажется оцененным нулевой оценкой. Это немножко обидно. В свою очередь обращу ваше внимание на то вращение в заклоне с выходом в Вильман, которое исполнила Алекс, учитывая, что оно последовало как раз после неудачного исполнения флипа, можно сказать, что сумела справиться с последствиями этой части своей произвольной программы, своей короткой программы фигуриста. Аксель тоже прошел не очень успешно, прямо скажем. Ну, тут приходится мириться с тем, что, во-первых, здесь собраны спортсменки, зачастую не имеющие серьезного опыта не только выступлений, но и тренировок, а также представляющие те регионы планеты, где фигурное катание отнюдь не является главным видом спорта. Ну, в частности, представьте себе фигуристов из Киргизии на каком-либо серьезном старте. Пока я не помню так навскидку, чтобы кто-то, представляющий эту страну, пробивался на чемпионаты 4 континентов и тем более на чемпионат мира. Банально не могут исполнить необходимый технический минимум эти спортсмены, и тем не менее, вот на играх Дети Азии у них появляется возможность стартовать при переполненном зале уже сейчас, когда на льду появилась только вторая фигуристка из 33 заявленных. На трибунах заканчиваются свободные места, буквально, вот сейчас навскидку, осталось, наверное, десятка-два на центральных трибунах, ну и на одной из угловых трибун 4-5 рядов отведены, по-видимому, для учеников местной спортивной школы, потому что пока те места зрителям занимать не разрешают. А так, в целом, переполненные трибуны. Еще раз скажу, что дворец спорта «Кристалл» вмещает, согласно официальным данным, 1280 человек, плюс здесь на шорт-треке было много людей, которые не сумели занять сидячие места и, соответственно, стояли в проходах за задним рядом, но в катании пока таких людей не очень много, и тем не менее, я думаю, что с учетом обслуживающего персонала, журналистов, фотографов, 1500 человек наблюдает уже сейчас за тем, как соревнуются спортсменки, и это, конечно, аудитория, которая вполне возможно никогда не была зрительской аудиторией этих фигуристов. Ну, что сказать, если даже в официальном реестре Международной Федерации фигурного катания и конькобежного спорта киргизская спортсменка отсутствует. Да, к сожалению, у нее не будет серьезной технической оценки, это вы понимаете и
сразу после окончания проката, и заметные повторы тоже это подтверждают. Ну, что я еще хотел бы отметить, кроме непростого каскада из двойного лукса и двойного тулупа, давайте будем все-таки всех судить по тому гамбургскому счету, который они заслуживают, эти спортсменки. Для киргизской девушки лукс-тулуп само по себе уже непростое испытание. Ну и я бы отметил, конечно, очень серьезную гибкость этой фигуристки, очень красивые вращения, может быть, не всегда четкие, не всегда с какой-то идеальной центровкой, но тем не менее возможность исполнения такого непростого элемента, как Вильман, нам сейчас продемонстрировал эта спортсмен. В ожидании сейчас объявление собственной оценки фигуристки из Киргизии. Алекс Нам исполнил свою короткую программу. Я очень надеюсь, что производитель умеет раскрепоститься и ей удастся исполнить ее на более высоком уровне по сравнению с короткой. Короткая программа, прямо скажем, была неплохой. Если произвольный, то надеюсь, она получится еще интереснее. У меня появляются первые оценки за компоненты этой спортсменки, но они, прямо скажем, совсем невысоки по сравнению с тем, что получила Даша Батяева. Но ждем еще сейчас оценки за технику, и тогда уже будем иметь общую итоговую картину после выступления первых. Пока продолжает тестировать техническое оборудование. Впечатление здесь на катке во дворце спорта «Кристалл» и бригада, которая обслуживает эти соревнования, и пауза, которая подвисает после второго подряд выступления, она немного затягивается. Томительное ожидание тренера спортсменки, хотя фигурист прекрасно понимает, что она делала все возможное, чтобы произвести максимально приятное впечатление на публику, и ей это удалось. Сейчас, конечно же, она очень серьезно переживает, ждет, когда же загорятся эти цифры. Понимает, что вряд ли процент будет предельно высокой, но вот и оценка. 24,9 балла, результат Алекс Нам, и она занимает сейчас Второе место. Alex Nam from Kyrgyzstan has earned in the short program 24.9 points, which brings her currently in second place. Следующий на лед приглашается. Оценка за компоненты, ну, собственно, это и могли предположить, когда видели очень интересное представление программы, но не очень успешное исполнение сложных технических элементов. Лула Адахарман из Кувейта, что дебютирует на соревнованиях столь высокого уровня. Просто насладимся выступлением этой фигуристки.
А вот что подкупает в действиях публики, которая здесь заполняет трибуны, во всяком случае, двух ледовых дворцов, хоккейного и того, который предназначен для соревнований по шорт-треку и фигурному катанию, это очень теплое отношение ко всем спортсменам. Мне лично показалось, что даже на разминке у этой фигуристки получалось несколько лучше, но не забывайте, что это все-таки детские соревнования, и большинство из фигуристов вполне возможно вообще впервые попадают в такую ситуацию, когда аудитория, многотысячная аудитория, а если умножить на глаз, то очень многотысячная аудитория, телевизионную трансляцию, устремляет свои взоры на себя, на тебя, когда ты являешься центром внимания больших серьезных соревнований и вполне можешь стушеваться. Вспомните ситуации, когда вы становились на стул, когда гостей вас просили для приглашенных гостей спеть песню. И я не уверен, что у каждого из вас это получалось на высочайшем уровне с первого раза. Серьезный момент в спортивной жизни фигуристки, который, напомню, на коньках стоит меньше года. И опять же, этот момент нельзя не учитывать. Потом в кувете банально не бывает натурального льда, поэтому приходится изыскивать всякую возможность для того, чтобы стать на коньки где-то на искусственный лед, найти этот каток нужно, для того, чтобы на этом катке заняться, найти тренера, который готов в тебя вкладывать собственные умения, при этом, чтобы эти самые умения у тренера были. В общем, очень много условностей, очень много если. Не забываем, что Ближний Восток — это такое очень тонкое дело, и это совершенно не ирония. В частности, если мы с вами вспомним там события полувековой давности, то обратите внимание на такие исторические факты, что Иран и Саудовская Аравия были вполне себе современными государствами, где женщины имели возможность ходить в брюках и даже в шортах, носить футболки с коротким рукавом, но потом обстановка и в одной, и в другой стране. Саудовская Аравия только начинает делать первые шаги к тому, чтобы женщины появлялись некие права в принципе, начиная от права избирательного, право управлять автомобилем. В Кувейте ситуация может быть не настолько серьезной. Девочка, которая выходит на лед, да еще в коротком платье, это прямо скажем, не будем углубляться в эти этические вещи, просто поаплодируем Луне, поздравим его с дебютом на таких серьезных соревнованиях, и оценка не имеет никакого значения. Она преодолевает себя. Она первая среди, в принципе, фигуристок Кувейта. Первая в своей стране. Кому-нибудь из вас доводилось быть первым в стране? Я очень сомневаюсь. Первым и лучшим. Представляете? Дальше на льду появляется фигуристка, которая носит фамилию, которая еще совсем недавно вызывала у нас исключительно позитивные эмоции. Но после событий 19 июля 2018 года, к сожалению, упоминание фамилии Тен очень расстраивает Элина Тен, за местную команду. Она родом из Южно-Сахалинска, и больше того, она именно на этом льду занимается фигурным катанием.
здесь встречают свои. Просто потрясающее отношение ко всем, без исключения к спортсменам, и тем более к тем, с которыми рядом эти школьники имеют возможность учиться в одном классе, ходить, не знаю, на одни и те же спортивные, да и детские просто площадки, делать домашние задания, бегать за обедами или завтраками. Это, понимаете, это очень большое дело для Ирины и для той публики, которую я сейчас поддерживаю. Народом из Южно-Сахалинска. То есть она занимается фигурным катанием здесь, на льду спортивного комплекса «Кристалл», на котором сейчас и проходит соревнования. Для нее это фактически родной дом. И она еще пока не имеет серьезного, что бы ни было, опыта выступлений на подобных стартах, но она продолжает заниматься фигурным катанием, она продолжает стремиться, продолжает расти, продолжает показывать, что несмотря на некую зашоренность жителей центральных регионов нашей Родины, которые предполагают, что жизнь сконцентрирована где-то там, где-то в центре, где-то вокруг Москвы, где-то в московском часовом поясе, это совершенно не соответствует действительности. Страна огромная, и не затихает даже в самых отдаленных регионах крупных городов. Ну, я имею в виду крупных, которые попадают в власти. Здесь до Санкт-Петербурга дальше, чем до Аляски. Около 10 тысяч километров. До Москвы 9300 с копейками. Только представьте себе, насколько это далеко от всего. Здесь Япония в часе лета. Саппоро в 10 раз ближе, чем до Москвы. Поймите это. Здесь совершенно другая культурная составляющая, особенно сам Сахалин является самым крупным островом нашей Родины. Двухкатегорной 978 километров с севера на юг. Здесь собственные аэродромы, здесь есть железнодорожное сообщение, пусть может быть не такое активное, как по воздуху, передвигаться несколько проще. Здесь точно такая же жизнь, здесь на на такие, казалось бы, как нам, согласно западным европейским стереотипам, местные продукты, как икра и крабы. Цены вполне сопоставимы с тем, что мы видим в центральных регионах. И люди живут, и живут неплохо, и радуются, и совершенно не смотрят в сторону вот этой геополитической составляющей. И я считаю, что вот само проведение подобных игр в Сахалине, в Южно-Сахалинске, на Сахалине, оно помогает не только раскрыть географию, помогает также и знать, насколько велика наша Родина, и почувствовать 29 и 61 балла набирает сейчас Ирина Тен. Она выходит ни много ни мало на вторую строчку у себя дома, показывая очень достойный результат. Она занимает второе место вслед за Дарьей Батаевой. Примерно одинаковые оценки за технику и компоненты получил сейчас Ирина Тен. Чуть больше 15 за техническую составляющую, чуть меньше 14,5. Это оценка за компоненты. 29 и 61. Ева Яковлева, еще одна фигуристка, которая выступает под флагом Киргизии и которая, так же как и Алекс нам, представляет сейчас нам же короткую программу на этих играх. Короткая программа киргизской игры. Высокий такой, пролетный, я бы сказал, очень исполненный, но тем не менее уверенный аксель 2,5. Падение, посмотрим наших соревнований. Смотрите, 5-й спортсмен и первое только падение. При заходе на Сальков уже технически ни в чем случилось у Евы. Она не сумела справиться.
красный. Ну, слушайте, ну это уже совсем другой уровень. Даже несмотря на то, что, конечно, сложно Еве бороться с Дашей Батяевой, которая Ева сейчас, Яковлева, разумеется, останется Киргизстан. на первой позиции. Тем не менее, мы видим, что тут и плавные скольжения, и очень невысокие пролетные прыжки. Тут пока только в 2 оборота флип и аксель. Ну, аксель 2,5. Это, во-первых, здорово. Во-вторых, не просто, а в-третьих, он сам по себе смотрелся очень достойно. В нынешнем сезоне уже выступала на международных стартах футболистка. Больше того, она даже успела в прошлом году выступить на одном из этапов юниорской серии Гран-при, больше в Гданьске. В целом, можно сказать, что Ева Яковлева имеет опыт выступления побольше, чем у тех футболистов, которые катались до нее. Ну, в частности, смотрите, на итальянском турнире еще в 2015 году этот спортсмен успел выступить и уже тогда отметилась на европейской части евроазиатского континента. Гран-при на международных стартах, и она выступила в Гданьске. Что ж, давайте сейчас посмотрим, как каталась, какие самые яркие моменты. Немножко даже перекрутила аксель 2,5. Смотрите, так выбросила спортсменку. И она с этим не сумела исполнить четкий выезд из акселя в 2,5. К сожалению, стала первой, кто отметился падением. Кто получит первый дедак. Руками наверх. Грациозно. Достойные оценки за компоненты программы, за, собственно, скольжение, за представление программы. Неплохо слышно музыку и музыку. Ну да, у Сальха такой недостаточный, но за флип достаточно немало. Хотелось бы, во всяком случае. На том самом турнире год назад Ева Яковлева соперничала, каталась на том же самом льду, что опробовали и Алена Подгорная с Дашей Кузнецовой. Ну, они в компании первая Алена, второй Даша, а Ева стала лишь только 26-й, но в целом можно сказать, что это известная. Она родом из Бишкека, и неофициальные данные сейчас создают, что ее рост 168 сантиметров уже сейчас, ей 15 лет. То есть, конечно же, ей не просто кататься. Ну и в нынешнем сезоне на Ева Яковлева, Киргизстан. За короткую программу программу получает набрала за 27,64 балла. Да, как я и В настоящее сказал, время занимает третье место. прокатит, Ева Яковлева from Kyrgyzstan has earned in the short program 27.64 points, which brings her место currently вслед in за Дарьей third place. Батяевой и На лед приглашается
Ladies and gentlemen, please welcome the next group of Подведем краткие skaters. итоги тому, что мы увидели. Ladies, you have 6 minutes time for Выступление your первой группы warm-up. участниц. Да, Ева Яковлева 27,64 сотые балла. Тот результат, который позволяет ей сейчас оказаться на третьей строчке. Но мы встречаем уже следующую группу участниц. И, конечно же, здесь я очень хочу отметить первую москвичку, которая выходит на этот лед. И это москвичка не кто-нибудь, а Ксения Синицына, которая буквально пару недель назад на юниорском первенстве России в Перми очаровала переполненные трибуны Пермского дворца спорта и сумела занять 4-е место. 4-е место вслед за потрясающим трио из команды Этери Тутберидзе, Александрой Трусовой, Аленой Косторной и Анной Щербаковой. Все эти девочки являются действующими призерами взрослого чемпионата России, а Ксения Синицына в очень серьезной компании составила им достойнейшую конкуренцию, и поэтому давайте посмотрим на нее пристальнее, но не будем также забывать и про еще 4 спортсменок, которые представят нам свои короткие программы. Вот тут очень интересная такая складывается ситуация. Мы здесь увидим Ларису и Лиану Вагитовых, но они представляют не только не один регион, они даже выступают за разные страны. Лариса Вагитова представляет Туркмению, а Лиана Вагитова здесь выступает за сборную Республики Татарстан, ну, под российским флагом, соответственно. Девушку из Гонконга мы также увидим Яо Чоу и Дарью Санкову из Дальневосточного федерального округа. Ну, то есть будет на кого посмотреть, и, конечно же, в первую очередь стоит отметить Ксению Синицыну. Я думаю, что у нее распространяется ее амбиции на то, чтобы бороться за первое место на этом турнире. Из тех, кто также прибыл в Южно-Сахалинск, ему в первую очередь в глаза бросаются 2 спортсменки. Это вытянувшая 6-й стартовый номер Ксения Синицына, а также Алена Канышева, так же как и Ксюша, занимающаяся в подмосковном Реутове, в школе «Снежные барсы». Тренером обеих спортсменов является Светлана Панова. И если у Синицыной в нынешнем сезоне есть 4-е место на первенстве России, то Алена Канышева на международных стартах пошла даже дальше. Она сумела занять 3-е место в финале Гран-при. Все в той же компании. Трусова, Щербакова, Косторная, Алена Канышева выиграла бронзу при таких-то соперницах, поэтому, конечно же, ее вместе с Ксенией Синицыной, наверное, можно считать главным претендентом на победу на этом. Ну и будем, конечно, смотреть также и на других спортсменок. Это такая очень серьезная возможность для них показать себя, ну, не будем преувеличивать, практически всему миру, во всяком случае, почти всему евразиатскому континенту. Сейчас не так давно завершился турнир 4 континентов, который в этом году состоялся в американском Анахайме. Там было немало любопытных результатов, там катались очень интересные девочки, но я что в первую очередь хочу отметить, дело в том, что и здесь будут, помимо Синицыной и Канышевой, и очень интересные девушки из других стран. Лично у меня некоторое сожаление вызывает отсутствие японских спортсменок в соревнованиях по фигурному катанию, потому что очень хотелось видеть девушек, представляющих новое поколение
фигурного катания в Японии, но вот этого Осталась 1 минута до конца не развития. удастся нам с вами на них посмотреть. There is 1 minute left Тем in this не warm-up. менее, будет возможность оценить тех спортсменок, которые попробуют составить конкуренцию россиянкам. Но сейчас это совершенно не пустые слова. Дело в том, что здесь в самом конце списка в короткой программе будут выступать фигуристки, выступающие под флагом Южной Кореи, и у них еще пока не хватает прожитых лет, чтобы выступать на турнире среди взрослых, равно как и у Канышевой, и, по-моему, даже у Ксюши Синицыной. И эти спортсменки, я имею в виду кореянок, они на 4 континентах не могли участвовать по возрасту, но приехали сюда с очень серьезными амбициями побороться с россиянками за первое место. В всяком случае, одна из кореянок Ваша на разминка тренировках окончена. заходила ни много Пожалуйста, ни мало покиньте на лед. Ladies, your hour has ended. четверной Please сальто. leave the ice. Тот самый четверной сальто, в который пока в истории еще чисто выехать не удавалось никому из взрослых спортсменок. Но из взрослых спортсменок на этом турнире никому и не удастся, ввиду того, что взрослых Следующим на лед спортсменов приглашается еще пока Next нет. to skate, representing Russia, Но есть Ksenia фигуристки, Sinitsina. которые, тем не менее, на взрослом уровне кататься уже имеют право. Впрочем, не будем сейчас забегать вперед, не будем торопить события, а посмотрим на Ксению Синицыну, которая готова представить нам свою короткую программу. Она в этом году с 4-го места на первенстве России заняла 3-е место на этапе юношеского гран-при, юниорского гран-при.
И я, честно признаюсь, был по-настоящему покорен выступлением Ксюши Синицыной, ее прокатами на первенстве России в Перми. И сейчас очень переживаю, что не все ей удалось из задуманного. Блестящее совершенно начало программы, прекрасное исполнение тройного флипа на очень высокие оценки от бригады арбитров. Вот сейчас по беглому взгляду на судейский монитор я вижу, что судьи не поскупились, поставили плюс 3, плюс 4 за флип. Прекрасно комбинированное вращение, которое последовало за этим прыжком, разумеется, на 4-й уровень сложности, потом очень достойное исполнение двойного акселя. Но вот что касается каскада, то он так здорово получился на раскатке и, к сожалению, совсем не зашел во время исполнения короткой программы. Уже лучше был планирован каскад двойного лука и двойного группа, уже как следствие она потеряла много баллов, еще падение, еще был штраф тот самый злополучный дедакшн, и, к сожалению, она получит значительно ниже собственных потенциальных баллов, которые могла бы набрать. Помните, на первенстве России в Перми она получила за 70 баллов за свою короткую программу, но лучшим результатом на международном турнире стало выступление, значит, на этапе Гран-при в Литве, где она набрала 67,12. Сейчас, конечно, такого не будет, к сожалению, но и падение с первого прыжка в каскаде — это очень серьезная потеря по баллам, серьезная ошибка. Мы видим, что Светлана Панова прибыла с двумя ученицами Нижнесахалинска. Пожалуй, сейчас можно сказать, что в этой группе, в группе «Снежные барсы», именно Синицына и Канышева являются такими закоперщиками, что ли. Они такие самые перспективные фигуристки в этой школе фигурного катания. Ну и в целом плавность хода, если позволите, очень интересные элементы, чувство музыки, мягкость скольжения. Все это говорит, что у нас подрастает еще одна очень сильная спортсменка. Что же, прошу любить и жаловать. Ксения Синицына, может быть, немножко не справилась со своей короткой программой из-за акклиматизации. Все-таки разница в 8 часовых поясов дает о себе знать. Вот, в частности, для тех, кто наблюдает на нашей трансляции в центральном регионе, скажу, что сейчас 17 часов в Сахалинске, соответственно, отнимаем 8 в Москве и в центральных областях нашей Родины, получается 9 часов утра. Ну и несмотря на это падение, Ксении Синицыной хватает оценки, чтобы выйти в лидеры. 61,26 балла. Стоят слезки в глазах. В настоящее время занимает первое место. Произвольной программе Ксения сказать: Синицына, улыбнись. from Буквально. Russia, Даже has won in the светит. short program 61,26 результат 26 points, which brings you in first place. Следующим на лед приглашается Next to skate, representing Turkmenistan, Larisa Vahitova. Лариса Вагитова, спортсменка, которая, не ошибиться бы, представляет Туркмению. Сейчас появляется на льду. Почему говорю не ошибиться? Потому что следующий появится на льду Лиана Вагитова, или, как у нас ее дают, Вахитова, представляющий республику Татарстан. И, насколько я могу судить, эти девушки и сестры даже не однозначные. Вот так тоже бывает.
Очень приятное впечатление оставляет эта спортсменка. Очень она интересно откаталась, выдержала серьезную музыку под такой темп ритм, особенно в концовке программы. Выступать очень непросто, но справилась Лариса Вахитова, и можем сказать, что сейчас она наберет, конечно, Уважаемые значительно зрители, высокую сумму баллов, мы чем напоминаем вам, что не спортсменки допускается из фотографирование со Киргизии. Хотя нет, вспышкой вот и смотрите, видеосъемкой. и Ева Яковлева, и Алекс Нам набрали 27,5 и почти 25 баллов. Соответственно, ну, мне, честно признаться, выступление Ларисы Вахитовой понравилось Подарки и цветы вручаются значительно спортсменам в больше. конце Здесь все было выступления. исполнено, не скажу, что прям Благодарим на за выдающемся внимание. уровне. Прыжки все-таки Ladies and были gentlemen, прыжками в we 2 remind оборота, you но that тем flash не менее photography as well as Лариса video recording and справилась, и filming is она forbidden. сейчас And we thank you very much for your более чем достойно представила свою родину. Родом эта спортсменка из Ашхабада, еще так же, как, собственно, и все остальные спортсмены этого турнира. Учится в школе. Она учится в 37-й школе Ашхабада в 7 классе и уже успела отметить, что ей очень нравится, как питаются спортсмены в Южно-Сахалинске. Мне очень нравится, сказала Лариса. Здесь вкусно кормят, очень много рыбы и других полезных для спортсменов продуктов. Ну, действительно, с рыбой и другими полезными продуктами, не только для спортсменов, на Сахалине проблем нет, но если для спортсменов они, в общем-то, эти продукты предоставляются организаторами, то остальным приходится питаться за свои, а это, еще раз напомню, в общем, на Сахалине далеко не самое дешевое удовольствие, но это именно удовольствие. Вот что, а кормят здесь, если найти хорошее кафе, и тем более ресторан, очень-очень достойно. Так что Южно-Сахалинск справляется с приемом не только спортсменов, но и многочисленных гостей этих соревнований. Думаю, что азиатские гости Сахалина, а здесь очень большие делегации из Казахстана, из Японии, Оценки из Ларисы других Вахитовой близлежащих государств, из места Кореи, за конечно же, короткую остались программу довольны. Ну набирает и действительно 33,16 балла Ларисы Вахитовой. Это В настоящее время текущий... занимает 3-е место. Почему же третье Лариса место? Вахитова. Ну все правильно, третье место, конечно же. 61,26 у Ксении Синицыной и 54,07 у Даши Батаевой. 33 балла Ларисы Вахитовой. Это третье место. Здорово. Здорово и каталась, Следующим очень номер уверенно приглашается next to skate, набрала representing достойную Russia, сумму баллов. Liana Vahitova. Как я уже сказал, не сестра и даже не спортсменка, которая представляет тот же регион, а Лиана Вахитова, россиянка. Она выступает под флагом Республики Татарстан, точнее под российским флагом, но за Татарстан, за этот регион нашей необъятной родины. На играх «Дети Азии» тренируется у Людмилы Гафаровой, живет и занимается фигурным катанием в Казани, в столице Татарстана. Это было блестяще. Каскады из тройного луца и тройного тулупа от Лианы Вахитовой. Аксель с попыткой сложного выезда, несмотря на не самое идеальное, очень хорошее, но не идеальное приземление, тем не менее Лиана пошла на сложное положение при выезде и, по большому счету, справилась.
Не просто пришлось, коротковатым получился заход на флип, но тем не менее выкрутила требуемые 3 оборота Лиана Вахитова, но при приземлении коснулась эта рука. Требуемые нет, не регламента, требуемые ей самой, как собственно выступление. Регламенту, напомню, для тех, кто не каждый день может смотреть фигурное катание, спортсменки обязаны исполнить в качестве предписанного правилами прыжка флип в короткой программе в этой возрастной категории. Каждый год один из прыжков является обязательным, но вот у девушек этот флип в 2 либо в 3 оборота. У Лианы получился тройной. Получился ли он на 100% тройным? Техническая бригада уже после окончания проката. А пока продолжаем смотреть короткую программу. Заметьте то, что вы сейчас видите в углу своих экранов. Техническая оценка Лианы Вахитовой выше, чем у лидера соревнований Ксении Синицыной. У исполнившей безошибочно свою короткую программу Дарьи Батяевой, которая каталась под первым стартовым номером, также техническая оценка текущая ниже, чем у Лианы. У Лианы в итоге мы видим, что оценка зашкаливает за 36 баллов, но еще нужно дождаться окончательного вердикта по флипу. Не было ли там толчка с неправильного ребра, было ли там докрученное полное число оборотов, что может сказаться на оценке, но лучше шикарно. Последовавший за ним правильный тулуп, тоже без претензий. Большая запятая, но в этой ситуации это было рассудно. Как ход спортсмена полностью согласен с подобным решением для технической бригады. Идеальная нация. Я сказал, что не идеальное приземление, вход идеальный. Со сложным выездом очень здорово исполнили она этот прыжок. Сейчас хочется дождаться тройного флипа. Вот заход на флип. Наверное, очень похоже на недокрут. Очень похоже. Не буду сейчас, конечно, я говорить за техбригаду, но есть ощущение, что оценка в 36 с лишним баллов, которая загорелась за технику изначально, будет немножечко уменьшена. Тренируется под руководством Людмилы Гафаровой в Казани. Это спортсменка и в нынешнем сезоне успела выступить на 2 этапах Кубка России. По категории кандидаты в мастера спорта на 2-м этапе она стала 6-й, и это является ее лучшим результатом в текущем сезоне российских стартов. Нет, смотрите, оценка техническая практически не пострадала. У Лианы Вахитовой 61,34, и она выходит на 1-е место. На 1-е место, опережая на 0,08 Ксению Синицу. При том, что Лиана даже не сумела отобраться своими результатами в Кубке России, не сумела отобраться на первенство. А Ксения Синицына на первенстве была 4-й, напомню. Но вот сейчас становится доступным итоговая раскладка по элементам. Флип засчитали как докрученный в 3 оборота, но поставили члены технической бригады неясное ребро. Это привело к некоторому снижению оценок GOE от арбитров, но и база не пострадала. А она во второй части программы еще была с надбавкой в 10%, и в целом оценка в итоге получилась у Лианы Вахитовой выше, чем у Ксении. И это очень достойный результат.
Тем временем на льду уже появилась и начала исполнение своей короткой программы Хью Яо Чао из Гонконга. Аксель из кораблика как уверенно, при том, что чиркнула маховой правой ногой при вылете. Эта фигуристка на аксель, но тем не менее смогла его скрутить и неплохо выиграть. Тройной сальто в двойной тулуп по второй части программы с надбавками за исполнение этого прыжкового элемента. После того, как начинается вторая часть, опять же, рассказываю для тех, кто, может быть, не регулярно следит за трансляциями по фигурному катанию. Еще в прошлом сезоне в Олимпийском была возможность прыжковые элементы поставить по максимуму во вторую половину программы и тем самым добавить себе несколько долей, а зачастую и несколько баллов к итоговой технической оценке за программу. Но начиная с сезона 2018-2019 годов международные сельскохозяйцы слегка изменили эти правила, мотивировав это тем, что перемещение всех прыжковых элементов во второй части программы делает саму программу несколько разбалансированной, и теперь в короткой программе один прыжковый элемент поощряется 10% надбавкой к базовой стоимости, а в футбольной программе таких элементов 3. Что же касается, собственно, прыжковых элементов, то одним прыжковым элементом может считаться и каскад, в том числе из 3 прыжков. Это один слот для прыжкового элемента, поэтому, к примеру, девочки нередко исполняют в производственной программе, но те, у кого хватает на это физических кондиций и уверенности в собственных силах, исполняют, допустим, 2 каскада после начала второй части программы, и это позволяет существенно повысить базовую стоимость программы. Ну, так просто восхитительный получился у Хью Яо Чао. Она за него получает, правда, не такие высокие оценки, как даже мне бы того хотелось. Вот арбитры расщедрились на 0+1, но я бы, наверное, поставил бы чуть выше, возможно, даже двоечку бы нажал на специальном судейском мониторе, но нажал бы ее за то, что попробовала и почти сделала его фигуристка, а так в целом, конечно, чиркнула ногой при заходе, и выезд получился не самым уверенным, плюс это произошло прямо непосредственно перед судейским столиком, так что арбитры все видели очень хорошо. Тут нужно раскрыть вам небольшой секрет, такую маленькую тонкость, которая тем, кто наблюдает за нашей телевизионной трансляцией,
не вживую, а посредством именно просмотра соревнований по телевизору. Так вот, бригада арбитров здесь располагается на противоположной стороне катка относительно единственной зрительской трибуны, и таким образом получается, что спортсменки катают свою программу все-таки на судей, а не на публику. То есть это стартовая поза, заключительная поза, как правило, являются позами, направленными лицом к бригаде арбитров, а не к переполненной трибуне. Те, кто регулярно ходит на фигурное катание и покупает билеты на различные места, а не только там, где сидят очень важные персонажи, те прекрасно знают, что на восприятие программы это, как правило, практически не сказывается, но тем не менее вот есть такая деталь, от которой никуда не уйти. Я не говорю, хорошо это или плохо, я просто констатирую факт. Вот так выглядит зрительская трибуна, и вы сами можете заметить, что за исключением нескольких пустующих сине-красных кресел в левой части экрана, больше на трибунах нет свободных мест. При том, что сейчас выступили далеко не все, и далеко не все из выступивших являются сильнейшими фигуристками в списке участниц. 33,4 балла набирает Хюяо Чао. Она буквально несколько сотых долей проигрывает Ларисе Вахитовой. И это позволяет ей сейчас занять 5-ю текущую строчку. А мы с вами идем дальше и встречаем следующую участницу соревнований в короткой программе по фигурному катанию среди девушек в рамках первого международного турнира «Дети Азии» зимних игр. Это Дарья Санькова, представляющая Дальневосточный федеральный округ.
Ну, как же обидно, при заходе на Сальхов не сумела удержаться, соскочила с ребра Даша Санькова. И в итоге получилось очень обидное такое падение, при том, что там был запланирован очень красивый каскад из тройного Сальхова и двойного Ридбергера, но, к сожалению, этой красоты зрители не увидели. Прямо невероятно жалко. Такая интересная спортсменка, мне очень понравилось начало ее программы, так издалека. Она чем-то по манере, не скажу, что катание, все-таки катание чуть-чуть отличается, но по манере подачи, что ли, фигуркой, прической, чем-то напомнила юную Юлию Лепницкую, эта спортсменка. Согласитесь, что-то общее есть, даже если вы не согласны с подобным утверждением, тем не менее, согласитесь, фигуристка интересная, но очень жаль, что на Сальхове не получилось. Стартовый прыжок, это аксель, волоской наоборот, чистенько. Заходит на Сальхов и слетает буквально с этой спортсменкой, падает, остается без целого элемента, нулям, прыжковый элемент, а прыжковый это, как правило, большое количество баллов при успешном исполнении. Конечно, сейчас эта девушка, выступающая за Дальневосточный округ, не доберет баллов, на которые она потенциально способна. Она только дебютирует, она на серьезных стартах в нынешнем сезоне выступила на первенстве России по своей возрастной категории и выступила не слишком удачно, но сам факт, что она идет вперед, спортсменка, выступающая, представляющая Хабаровск, она родом из Хабаровска, говорит, что фигурное катание развивается не только в центре, не только в Москве и Санкт-Петербурге, как можно было предположить, как можно было сделать вывод по тем спортсменкам, которые были представлены на Перми, но также и в отдаленных регионах нашей Родины. Очень интересно. Да, не получилось. Да, в данной ситуации хочется видеть больше. Что сделать? Сегодня так, завтра будет лучше. Произвольная программа у девочек состоится не завтра, но послезавтра. Какой сегодня у нас с вами день? Дату знаю, день пока не очень. Среда. Соответственно, в пятницу состоится произвольная программа как у девушек, так и у юношей. Ну, а четверг будет отдан молодым людям для исполнения короткой программы. Там тоже есть очень интересные персонажи. Спортсмены не только из Москвы, но, в частности, Москву представляют фигуристы из группы Этери Тутберидзе, Даниил Самсонов и Эймур Рухин. Даниил Самсонов, напомню, является победителем первенства России среди юниоров. Эймур Рухин должен был стартовать еще и на взрослом чемпионате страны, но не смог это сделать из-за повреждения, которое получил уже находясь на чемпионате России в Саратове. — 2005 года рождения. Даша Санькова тренируется, напомню, в Хабаровске, в детско-юношеской спортивной школе этого города. Ну и дебютировала вот на играх Дети Азии. Вообще, если говорить о каких-то не только спортивных, но и культурных составляющих, то здесь много о чем можно посудачить. Ну, в частности, да, как поддерживают тех, у кого не очень здорово получается. Вы могли видеть на примере спортсменки из Кувейта. Очень тепло здесь поддерживают хоккейную сборную Кувейта, которая продолжает проигрывать один за другим матчи с разгромным счетом. Но здесь еще очень тепло поддерживают своих сахалинских. В частности, довелось стать свидетелем тому, как сахалинский летающий лыжник стал обладателем бронзовой награды на
трамплине, как в частности сахалинская лыжная команда смешанная стала третьей в эстафете. Ну и, конечно, как чествовали здесь уже двукратную победительницу этих игр, так и лыжницу Анну Кожину, которая была приглашена на местный телевизионный канал в прямой эфир, но, в общем, является самой настоящей героиней этих игр. Ну, а мы записываем результат Дарьи Саньковой. 32,58 балла. Она сейчас занимает 6-ю строчку. Ну что же, подведем краткие итоги после выступления первых двух групп участниц, первых 10 спортсменок, чьим мы выступлением уже успели насладиться. Лидирующая позиция у Лианы Вахитовой из Республики Татарстан, 61,34 балла. Буквально самую малость, крохи, 800 балла, ей уступает Ксения Синицына из Москвы, 61,26. Ну а третье место пока у Дарьи Батяевой, которая представляет Республику Саха, 54 с небольшим. Сейчас у нас небольшая пауза, связанная с тем, что проходит заливка льда, после чего мы вернемся в прямой эфир и будем вместе с вами радоваться выступлениям и прокатам спортсменов. Не пропустите, впереди нас ждет очень много интересного.